Степан Максимович Авжаков, уроженец Вилюйского Улуса, был выдающимся политическим и государственным деятелем, экономистом, одним из основателей автономии республики. Его основная государственная деятельность пришлась в самую тяжелую эпоху истории России, в годы становления советской власти. Чтобы ввести народ в новую власть, были востребованы новые молодые лидеры, одним из которых является Степан Максимович Авжаков. В какой бы области ни работал, он всегда выполнял свои задачи с огромной отдачей, добивался поставленной перед собой цели и внес большой вклад в социально-экономическое развитие Якутии. Родился Степан Авжаков в городе Вилюйске в 1899 году в семье разнорабочего. С детства, несмотря на бедность и нужду, сумел в числе лучших окончить Вилюйское начальное училище. С детства обладал большой волей и настойчивостью. В 1915 году поступил в Якутскую учительскую семинарию, где учился с Платоном Аюнским, Максимом Амосовым, Исидором Бараховым и другими. В 1917 году вступил вместе с ними в большевистский кружок полицейного Емельяна Ярославского. Приехав на каникулы в родной город Вилюйск, он вместе с учителем Петром Староватовым организовал первый союз чернорабочих. Так раскрылся его талант организатора. В 1917-1918 годах принимал активное участие в организации Совета депутатов. В 1918 году, 18 лет, назначается комиссаром Вилюйского уезда при Центросибири и в сложной обстановке проводит политическую организаторскую работу по установлению советской власти. В апреле 1918 года по его инициативе создан первый совет рабочих депутатов города Вилюйска, председателем которого он избирается. После падения советской власти в августе 1918 года был арестован и содержался в тюрьме. В заключение он стал одним из организаторов подготовки и проведения переворота 15 декабря 1919 года. В качестве уполномоченного революционного штаба, реорганизованного несколько позже в Ревком Авжакова, руководит восстановлением советской власти на Вилюе. Под его руководством в городе Вилюйске была создана уездная комиссия по организации советской власти. Она разработала инструкцию о выборах в наследные и волостные советы. В феврале 1920 года по всему Вилюйскому уезду окончательно установилась советская власть. Отметив большой организаторский талант, целеустремленность и настойчивость Степана Авжакова, после восстановления советской власти в Якутии в 1920 году его командировали на учебу в Коммунистический университет имени Свердлова в городе Москва. 21 октября 1920 года в Якутске был создан революционный штаб Красной Армии. Степана Авжакова назначили уполномоченным в Вилюйском уезде. В декабре 1920 года делегаты 8-го Всероссийского съезда Советов РСФСР во главе со Степаном Авжаковым впервые подняли вопрос статуса автономной республики. По инициативе Авжакова в Москве при Народном комитете национальностей был создан Якутский отдел, и с весны 1921 года Степан Максимович заведовал этим отделом и проделал значительную работу по созданию якутской автономии. 24 апреля 1921 года Авжакову было поручено подготовить проект о якутской автономии, и уже 16 мая этого года он выступил с докладом о необходимости выделения Якутской области в автономную единицу на коллегии Наркомата по делам национальности и получил согласие коллегии. Но из-за разделения мнений среди партийцев решение об автономии затянулось. Зная его несгибаемый характер, твердость в решении поставленных задач, смелость и отвагу, Степана Авжакова назначили начальником особого отдела в трудной борьбе с белобандитами в селе Амга. С января по май 1922 года Авжаков активно участвовал в героической обороне села Амга от белогвардейцев. Вел агитацию о защите Родины от врагов, создавал народные дружины, организовал сбор теплой одежды, боеприпасов, продуктов питания,
издавал с единомышленниками газеты для поддержания боевого духа населения, руководил боевыми действиями. В результате этой работы 22 мая 1922 года Амга была освобождена от бандитов. Степана Авжакова наградили именными серебряными часами от руководства ЯССР. Провозглашение ЯССР состоялось 27 апреля 1922 года. Высшим органом управления в ЯССР стал Совет народных комиссаров. Народным комиссаром внутренних дел республики назначен Степан Авжаков. В последующие годы также занимал руководящие должности в республике. Системность, принципиальность и последовательность достижения поставленной цели, его дальновидный практический ум и образованность Авжакова проявились во всей дальнейшей трудовой деятельности. Его назначали руководителем в решении самых трудных задач развития республики. В 1925-1926 годах был народным комиссаром внутренней торговли и тогда же на короткий срок становится первым секретарем местной ячейки ВКПБ. Платон Аюнский писал: «С его назначением политика торговли и цен принимает определенно плановое направление. У товарища Авжакова имеется умение подбора работников». Конец цитаты. Летом 1926 года он был направлен на учебу в Московский промышленно-экономический институт, где получил высшее экономическое образование. С 1930 года Авжаков работал народным комиссаром снабжения, а с 1932 по 1937 года нарком земледелия. Как руководитель много выступал с докладами, уделял пристальное внимание вопросам обеспечения населения республики, стал одним из создателей колхозов, машино-тракторных станций. Много было им сделано по укреплению их материально-технической базы. По инициативе Степана Авжакова впервые были проведены Всеякутский съезд работников в 1932 году, Республиканский слет колхозников, земельников, ударников в 1934 году, Всеякутская сельскохозяйственная выставка в 1936 году, была открыта Республиканская школа механиков. Среди партийной организации Степан Максимович пользовался огромным авторитетом и заслуженным уважением. Его выступления всегда были конкретны и деловиты. 17 сентября 1937 года Авжаков был назначен председателем вновь созданного Совета народных комиссаров правительства Якутской АССР. Но в 1938 году началась борьба с вредителями и врагами народа и начались нападки в его адрес. 28 июля он был вынужден уйти с работы. После освобождения с этого поста работал начальником жилищного отдела Якутского городского совета. 5 февраля 1939 года Степан Авжаков был арестован по необоснованному обвинению и исключен из партии как враг народа, и на 17 мая 1942 года был расстрелян. В 1956 году Верховным судом Якутской АССР Степан Максимович Авжаков был посмертно реабилитирован. Авжаков был самым молодым лидером среди революционеров, видным государственным и политическим деятелем, внесший большой вклад в становление государственности народа Саха в форме автономии, неутомимым борцом и тружеником, оставившим глубокий след в истории республики, как Платон Аюнский, Максим Амосов, Исидор Барахов и другие. Вся его жизнь и силы и знания были направлены на защиту интересов республики и формирование новой Якутии, план на благо и процветание многонационального региона.